Салям алейкум, здравствуйте, дорогие друзья! С вами Эльдар Шарипов, я снова рад вас видеть в уютном заведении Бахчисарая. Как вы уже поняли, крымско-татарская кухня богата своими разнообразными и вкусными блюдами, рецепты, которые передавали нам наши уважаемые предки. А блюда, которые сегодня приготовлю, не исключение. Они вполне могут стать вашими любимыми. А приготовлю я сегодня чебуреки, янтык, фаршированную тыкву и смузи тыквенный пирог. А для приготовления чебуреков и янтыков нам понадобится репчатый лук, мука, фарш говяжий, вода, черный перец и соль. А начнем приготовление с теста. Для этого нам понадобится мука. Мы ее просеем. Для насыщения теста воздухом, СО2, тесто будет эластичное, будет поддаваться хорошо раскатке. После того, как просеяли, делаем небольшое углубление в муке. Затем берем воду и разводим 1 чайную ложку соли, такой с небольшой горочкой, в воде. Как соль растворится, добавим ее в нашу муку. Медленно, не спеша замешиваем тесто. И вот у нас тесто готово. Вот оно получилось такое эластичное, мягкое. Сейчас мы его отставим на 20-30 минут и будем заниматься фаршем. Берем репчатый лук. На чебуреке янтык я люблю средний кубик, для того, чтобы лучок чуть чувствовался в фарше, и фарш получится вкусным и насыщенным. Как мы уже знаем, янтыхи и чебуреки готовятся не только с мясного фарша, их есть многое разнообразие, так как готовят и с добавлением сыра, помидоров, зелени, яиц. Много лука нам не понадобится, начинка мясная, насыщенная. Возьмем вот такую небольшую полусферу, добавим туда наш говяжий фарш. Фарш мы перекрутили на мясорубке, можно сделать также рубленый, по собственному желанию. Обычно на фарш берут гуляш, его хорошенько зачищают от жилок и пленки и перекручивают. Здесь особенность мяса не влияет, так как начинка перекручивается, доводится до вкуса, и чебуреки также будут вкусные, сочные и аппетитные. Добавляем наш лук в фарш, доведем до вкуса. Традиционно, кроме черного перца и соли, мы в фарш не добавляем ничего, но есть любители, которые добавляют различные изыски, касающиеся каких-то специй. Это может быть кориандр, это может быть мелко рубленая зира, кому как нравится. Потому что в чебуреке самая главная начинка, и она играет самую главную и яркую роль. Сейчас мы вымесим наш фарш хорошенько. Я это буду делать руками. Особенность этого фарша в консистенции. Он не должен быть густым. Для этого мы всегда добавляем туда воду и делаем его средней жидкостью. Будем добавлять по мере вымешивания. Если вы помните, когда вот этот горячий чебурек мы раскусываем, и вот это течет сок, это вот та самая консистенция того правильного фарша, начинки, которая наполняется в процессе жарки. Мясо при термической обработке отдает свой сок, и мы получаем насыщенный, ярко выраженный вкус. Все, у нас получилась отличная консистенция фарша. Фарш мы оставляем в сторону и займемся дальше раскаткой теста. Сейчас мы сформируем небольшой батон такой, колбаску. Разделим ее на равные части. И дальше уже будем раскатывать пласты и формировать наши чебуреки.
визуально разделим нашу колбаску и порежем плюс-минус на одинаковые кусочки. Дальше мы будем готовить пласты. Формируем наше тесто и равномерно раскатываем со всех сторон. Толщина примерно 1 мм, но здесь по своему усмотрению, конечно, чебурек чем тоньше раскатан, тем консистенция теста будет нежнее и мягче. Дальше будем закладывать начинку и формировать наш чебурек. Берем наш фарш, как раз он уже настоялся. Выкладываем аккуратно по центру. У чебурека есть определенная пропорция. Начинка должна занимать плюс-минус 1/3 чебурека, для того, чтобы он правильно и равномерно прожарился, не был сырым. Так, далее мы распределяем. Формируем наш чебурек. Мы сформировали наш чебурек. Пока отставим его в сторону. Включим плиту, добавим масло. Принцип фритюра, из-за этого масла должно быть достаточно. Чебурек должен полностью обжариваться на масле. Пока у нас плита нагревает наше масло, мы раскатаем еще один чебурек. Мы подготовили еще один пласт. Для этого также выкладываем начинку ближе к центру. Кстати, о чебуреках идут споры. И разные народы до сих пор думают и пытаются присвоить себе это шикарное блюдо. Но до конца еще непонятно, какие именно азиатские народы придумали чебурек. Ходят легенды, что чебуреки придумали монголы и азиатские народы. Сейчас мы формируем еще один чебурек. Масло у нас разогрелось. Но для этого мы можем проверить кусочком теста. Вот отлично оно шипит. Это значит, что мы уже можем погружать наши чебуреки в масло, снимем подпыл и помещаем наш чебурек во фритюр. При раскаленном масле чебурек жарится, в принципе, 1-2 минуты. Вот уже отсюда видно, что у нас чебурек подрумянился, и мы аккуратно его переворачиваем на другую сторону. Все, чебурек у нас готов. И мы аккуратненько можем его снимать, выкладывать на тарелочку. Можно закладывать второй. И второй у нас тоже подрумянил с одной стороны. Мы аккуратно переворачиваем его на другую и дожариваем до готовности. Наши чебуреки готовы. Аккуратненько снимаем их. Хочу обратить ваше внимание на эту корочку. Вот эти пузырьки говорят о том, что тесто, консистенция его очень нежная и приятная. При жарке чебуреки всегда готовятся по-разному. Из-за этого всегда будете кушать эксклюзивный чебурек. Дальше мы готовим янтык. Он готовится, в принципе, так же, как и чебурек, только его особенность, что он готовится не на масле, а готовится на сухой сковородке. Сейчас также раскатываем. Сейчас будем выкладывать начинку. Аккуратненько также мы ее по центру выложим. Фарш у нас уже настоялся. А это говорит о том, что начинка будет вкусная. Также аккуратненько распределяем, формируем визуально наш янтык. Также оставляем в сторону и раскатываем второй. Все, раскатали. Делаем то же самое, выкладываем начинку. Формируем.
откладываем в сторонку. Далее включаем плиту. Все, наша сковородочка разогрелась. Берем наши янтахи, снимаем лишнюю муку для подпыла и переносим наш чебурек на разогретую сковородку. Буквально 1,5-2 минутки с каждой стороны. Все, с одной стороны пожарили, аккуратненько его переворачиваем на другую сторону. И жарим тоже 1,5-2 минуты. Так, наш янтык готов. Аккуратненько снимаем его. И хочу показать вам различие между чебуреком и янтыком. Видите, да? Чебуреки имеют румяную, нежную, хрустящую корочку. Янтык более пресноватый и напоминает обжаренную лепешку. Дальше снимаем подпыл со второго янтыка. Лишняя мука не должна попадать на сковороду, потому что она потом горит. Появляется неприятный запах, и на тесте появляется небольшая горечь. Лишнюю муку снимаем и обжариваем наш янтык. Переворачиваем янтык на другую сторону и жарим также 1-1,5 минуты. Второй янтык у нас тоже готов. Аккуратненько выкладываем его рядом с чебуреками. И лично хотел бы добавить от себя, что для меня янтык считается более диетическим блюдом, нежели чебурек, так как чебурек, который готовится на большом количестве фритюра, все-таки является чуть тяжелым для организма. А сейчас я приготовлю для вас второе блюдо. Это фаршированная тыква. И нам понадобятся такие ингредиенты, как тыква, морковь, репчатый лук, картофель, говядина, зелень и специи. Берем тыкву, делим ее напополам. И нам еще понадобится крышка. Для этого мы срежем аккуратненько вверх, отставим в сторону. А тыкву мы аккуратненько будем зачищать. Сначала все это соберем ложкой и немножечко расширим ее. Косточки столовой ложкой. В тыкве не только полезная сама мякоть, но вы еще знаете, что вот эти косточки очень полезные. Они продаются и пользуются популярностью наряду с семенами подсолнуха. Ну а сама тыква чем хороша? Она гармонирует со всеми ингредиентами, особенно хороша в своей фаршировке. Из-за этого тыкву часто фаршируют мясом. Это может быть и тушеный кролик, это может быть и баранина. То есть любые вариации в фаршировке тыквы подходят. Она отлично гармонирует с любым мясом, с любыми овощами и даже иногда фруктами. Лишнее собрали, отставим в сторону. И нам понадобится немножко расширить отверстие входное, для того, чтобы мы могли зафаршировать нашу тыкву. Наша тыква готова для фаршировки. Сейчас мы ее отставим в сторону. Дальше занимаемся мясом. Мясом будем нарезать кубиком. Кубик будет небольшой. Какое у нас прекрасное мясо, нежное и мягкое. Кубик 2 на 2 сантиметра. Можно чуть крупнее, это уже по вашему желанию. Тыква вообще такой продукт. Из нее готовят не только фаршированную тыкву, но и зачастую его используют и в запекании, как отдельный продукт. Из тыквы готовят всем известная тыквенная каша. Есть многие традиционные национальные блюда с приготовлением тыквы. Это тыква с рисом. Из тыквы готовят даже десерты. Я вам скажу больше, из тыквы готовят даже варенье. Все, мясо мы дорезали. Перекладываю мясо в полусферу, где оно будет ждать соседей своих по фаршированию. Дальше мы переходим к овощам. Нарезаем морковь. Морковь можно чуть-чуть меньше кубик, нежели мясо. На половинку мы разрезали, потом на четвертинку и вот такими небольшими кубиками нарезаем. Также помещаем нашу морковь
уже готовому мясу. И переходим к картофелю. Нарезка картофеля принцип такой же, как и морковь, чуть-чуть меньше самого мяса. Сейчас, пока я нарезаю все эти ингредиенты, вы можете себе представить, какой будет вкус, насыщенность, да? Все вот это, то, что зафаршируем нашу тыкву, все у нас останется там внутри, еще добавится сам вкус и запах тыквы. Я думаю, это будет очень вкусно. Все, картофель потихоньку тоже отправляем в наши нарезки. Дальше репчатый лук. С луком можно обойтись также. Мелко его не обязательно, так как оно все будет тушиться, запекаться. Кусочками мы нарезаем. Все, нарезка у нас готова. Добавим сюда зелени. Для этого я взял немножко укропа. Не совсем мелко. Подрежем нашу зелень. Также зелень помещаем в нашу нарезку. Добавим черный перец, соль. Соль должна чувствоваться, потому что сам процесс тушения, вот этот сок, который потом будет оставаться после запекания в тыкве, он должен иметь не пресный, а насыщенный вкус. Я еще чуть-чуть сбрызгиваю все это дело маслом. И аккуратненько вымешиваю все это дело. Чуть дадим зарядиться начинки. Все, мы довели до вкуса нашу начинку, заправили солью, перцем и приступим к самому интересному – фаршировке нашей тыквы. Берем тыкву, если тыква небольшая, можно на весу, чтобы было удобно, и закладываем вовнутрь нашу начинку. Тыква практически заполнилась. Немножечко мы подтрамбуем ложкой в процессе приготовления. Начинка пустит свой сок, она чуть осядет. Здесь появится бульон. И аккуратненько придавили. Мы знаем, что при приготовлении тыква сама чуть уменьшится, сядет и как раз будет все впрок. Тыква готова. Дальше мы достанем противень, на который мы поместим нашу тыкву, и включим нашу духовку. Я поставлю на 50 минут на 200-220 градусов. Чуть-чуть можно смазать противень. Налью растительного масла, чтобы низ тыквы не прилип. Смажем. Поместим нашу тыкву посередке и помещаем ее в духовку. Все, и осталось подождать 50 минут и будем доставать нашу тыкву. И следующее блюдо я буду готовить тыквенный смузи, и для этого нам понадобятся такие ингредиенты, как тыква, йогурт, овсяные хлопья, мед, имбирь, корица, кардамон, орехи и изюм. С предыдущего блюда нам осталась тыква, как раз нам понадобится небольшой ее кусочек, мы ее также разделим напополам. Аккуратненько снимем небольшой слой ее, хотя сама шкурка имеет тоже свои полезные свойства, но здесь нам она не пригодится. Дочищаем. Дальше мы нарежем ее небольшим кубиком для того, чтобы запечь. Тыква нежелательно в сыром виде. Так, поместим мы пока в полусферу. Такой небольшой кубик сделаем, чтобы равномерно пропеклась. Подрезали. Дальше добавлю растительного масла, для того, чтобы она немножко подрумянилась. И добавлю немножко сахара. Сахар даст корочку, такую карамельную, которая в дальнейшем послужит приятным вкусом. Хорошенько перемешали. Сейчас мы это выложим на противень и отправим в духовку на 10 минут.
аккуратненько по центру это все выложим равномерно. Пока у нас еще одна тыква фаршированно запекается, мы аккуратненько по соседству поставим кусочки нашей тыквы и буквально через 10 минут достанем и будем делать смузи. А пока у нас запекается тыква, мы подготовим гранолу. Для этого нам понадобится овсянка. Вообще в данном случае гранола готовится путем термической обработки овсянки, но здесь у нас хлопья уже подготовленные, не требуют термической обработки. И для быстрого приготовления нам понадобится всего лишь овсянка и мед. Добавляем овсянку в миску и заливаем небольшим количеством меда. Аккуратненько вымешиваем. Вот такая консистенция у нас получилась. Рассыпчатая, вот так она аккуратно должна отделяться, зерно от зерна. Оставляем в сторону и будем доставать нашу тыкву для дальнейшего приготовления смузи. Тыква уже приготовилась. Достаем ее из духовки. Перекладываем нашу тыкву в блендер. Вообще многие думают, что смузи это исключительно летний напиток. Но я вам скажу, что смузи готовят также зимой. И вот один из наглядных примеров. Это вот тыквенный смузи, который интересен своим вкусом, так как продукт, такой как тыква, продается и зимой. Ее можно готовить именно в этот сезон. Добавляем йогурт. Добавляем мед. Добавляем молотый имбирь. Имбиря надо немного, так как каждая специя или пряность, она имеет ярко выраженный вкус. Для того, чтобы не перебить сам вкус продукта, мы добавим чуть-чуть корицы, чуть-чуть имбиря и кардамона. Дальше все это дело мы сейчас будем блендировать, перебивать. И будем смотреть на нашу консистенцию. Если надо будет что-то добавить, будем добавлять. Перебили. Консистенция у нас правильная. Чуть-чуть отстоится. Мы возьмем наши орехи. В данном случае мы взяли кедровый орех, фундук и изюм. Сделаем небольшую смесь из этих трех ингредиентов. Небольшую пропорцию, 3 ложечки кедрового ореха, пару ложечек изюма, немножко лесного орехов, фундук. И аккуратненько перемешаем. Тоже отставляем в сторону. И переходим уже к основному оформлению самого смузи. Для этого нам понадобится стакан. Выкладываем на дно стакана смузи. Вот видите, да, его консистенция такая и не густая, и не жидкая. Дальше дошло дело до нашей гранолы, она как раз уже настоялась. Aby отделить ее от самого смузи таким небольшим слоем. Она нам еще пригодится. Сейчас мы будем выкладывать наши подготовленные орехи. Вот так вот хаотично. Следующим слоем у нас пойдет опять гранола. Вы понимаете, да, что это не совсем питьевой продукт. Это больше уже идет как кондитерская часть, как часть десерта. Потому что, несмотря на свою часть жидкой консистенции, все-таки основная его часть – это плотные продукты. Такие как гранола, орехи. И аккуратненько заканчиваем наше произведение верхним слоем смузи. Так у нас отлично получилось. Видите, да, как красиво это все смотрится. И для красоты можно украсить оставшимися орешками и изюмом. Вот такой замечательный смузи получился. Он не только вкусный, но и имеет сумасшедшее количество витаминов. Вы даже себе представить, да? Можете, это и орехи,
Это и тыква, это и мед. Кладезь витаминов. Смузи готов. И пока мы готовили смузи, у нас приготовилась наша тыква, и мы ее можем доставать из духовки. Вот так вот аккуратно видно, как она парует. Наша тыква готова. Можем выкладывать ее в сервировочную тарелочку. Итак, наши блюда готовы. И сейчас я напомню, из каких ингредиентов я их готовил. Чебуреки и антых. Просеял муку, добавил подсоленную воду, не спеша вымесил тесто, оставил тесто отдохнуть на 20 минут, мелко нарезал лук, смешал с фаршем. Добавил специи, соль и тщательно перемешал. Тесто нарезал на равные порции, раскатал пласт. На тесто выложил 1 столовую ложку начинки и накрыл второй половиной теста. Обрезал края чебуреков, в сковороде нагрел растительное масло и погрузил чебурек. Обжарил чебурек с каждой стороны по 1 минуте. Чебуреки готовы. Процесс приготовления антыха идентичен, только жарится без масла, на сухой сковородке. Фаршированная тыква. Очистил тыкву от мякоти. Мясо нарезал кубиками. Морковь, репчатый лук и картофель также нарезал кубиками. Соединил овощи с мясом, добавил специи, соль. Тщательно все перемешал. Измельчил зелень и добавил в массу. Тыкву наполнил начинкой, закрыл крышкой. Смазал противень маслом, отправил запекаться тыкву в духовку на 50 минут при температуре 200 градусов. Запеченная тыква готова. Смузи с тыквой. Нарезал тыкву кубиками и запек в духовке на 10 минут. Подготовил гранолу, смешал овсяные хлопья и мед. Измельчил в блендере запеченную тыкву, добавил йогурт, мед и пряности. Полученную массу взбил блендером. Выложил слоями в стакан, чередуя смузи, гранолу, смесь орехов. Так повторил дважды. Смузи из тыквы готов. Спасибо, дорогие друзья, что вы сегодня были со мной. Радуйте и удивляйте своих близких необычными вкусами и красивыми блюдами, и взамен вы получите только благодарность. С вами был Эльдар Шарипов. Приятного аппетита. Аштатлы олсун.